Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и передача «Другие новости». Я поздравляю жителей города Якутска и депутатов Якутской городской думы с выбором нового главы городского округа город Якутск. Об этом мы расскажем в сюжете «Вестник Якутской городской думы». 20 июля состоялось заседание 27-й внеочередной сессии Якутской городской думы. Согласно федеральному закону за номером 33 об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в городском округе город Якутск главу округа выбирает Якутская городская дума из кандидатов, предложенных главой Якутии. В июне месяце Асис Ильич Николаев представил нам две кандидатуры, которые мы рассмотрели. На прошлой неделе мы подробно пообщались с кандидатами на должность главы. Практически 2 дня плотно общались с ними. Депутаты задали интересующие их вопросы, услышали от кандидатов их видение развития города Якутска. На внеочередной сессии городские депутаты приняли 2 ключевых решения. Досрочно прекратили полномочия главы города Якутска Евгения Григорьева и избрали новым главой городского округа города Якутск Дмитрия Садовникова. В второй части нашей сессии подавляющим большинством голосов, а именно 23 депутата отдали голоса за то, чтобы избрать главой городского округа города Якутск Садовникова Дмитрия Дмитриевича. Зная Дмитрия Дмитриевича как человека дела и слова, депутаты очень позитивно настроены с тем, чтобы, единой командой, как говорится, засучив рукава, приступить к решению вопросов развития нашего города Якутска. После выборов главы городского округа город Якутск выступил глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Со своей стороны, как глава города Якутска многие годы, как глава республики Саха-Якутия последние годы, я хочу заявить о своей постоянной поддержке нашего любимого Якутска, вкладывать всех его жителей, будем работать вместе. И, конечно же, я уверен, что и в этих непростых сложных условиях мы обязательно справимся со всеми задачами, которые стоят перед нами. Я желаю вам, уважаемые депутаты Якутской городской думы, вместе с избранным сегодня вами главой города Дмитрием Ильичем Садовниковым конструктивной работы и достижения всех поставленных целей. Глава Якутска Дмитрий Садовников после завершения 27-й внеочередной сессии дал первое интервью в качестве мэра Якутска. А на чем вы будете делать упоры во время своей работы? Во время своей работы, конечно, это благополучие и безопасность проживания людей у нас в городе. Это и, конечно, образование, это и медицина, ЖКХ. Конечно, большой упор буду делать на строительство. Последние годы я поднаторел в этом плане. Борьба с ветхим аварийным жильем, который является первым в стране у нас тоже, к сожалению. И, конечно, здоровый образ жизни, спорт. На выборах в Якутской городской думы прозвучали наказы городских депутатов, и мы тоже не остаемся в стороне. Хотели бы попросить главу городского округа город Якутск обратить внимание на проблемы садоводов. И первым по очереди стоит СНТ «Сатал». Вышло решение Верховного суда Республики Саха-Якутия. Жители Сатал, они никакие не нарушители закона, они не самозахватчики. Это действительно земли для садоводческих товариществ, где можно строить дома, дачи, проживать, прописываться. То есть то, что раньше мэрия направляла иски о сносе, о самовольностроении, они сейчас будут, суд вынесет решение об отказе в удовлетворении тех исков. Бывший глава городского округа город Якутск стал против СНТ «Сатал» очень жестко, подав на них в суд. В Сатале должно быть ведение садоводства. Своего мнения не поменяла. Продолжает настаивать, что жители Сатала нарушили правила землепользования и застройки. Для того, чтобы привести их в соответствие, сегодня действующее законодательство позволяет узаконить эти объекты только по решению суда. Когда мы с ним встречались, с мэром города Якутска, лично встречались, он нам говорил, и там члены управления были, жители Сатала были, на личный прием мы записались. Он как сказал,
вот это мы все узакониваем, потому что у вас есть самовольная постройка, только так можем помочь. Первый суд выиграете, мы вообще подавать ничего не будем. Вот он так сам говорит. Вот первый суд выиграли, второй суд выиграли, они еще дальше апелляцию подают. Ну, вот. Действовать из логики окружной администрации. Она сейчас на данный момент в суде утверждает, что там вообще сельхозземли. То есть она утверждает, что там пашни должны быть. Тогда как на пашне могут построить социальный объект, детский сад? Они имеют претензии к людям, которые построили жилые дома, но не имеют претензий к себе, которые собираются там же строить детский сад. Я считаю, что окружная администрация, любой орган местного самоуправления должен действовать по отношению к правам своих граждан последовательно и как-то предсказуемо. Получается, ходили, как будто бы про 9 квартал все знали. И раз тебе в суд подали, как будто бы они не знали ничего, как будто мы сами газ себе провели, свет провели и жили. Дом построили. Тогда сейчас какие шаги? Как будто бы это было, как, знаете, как нож в спину. И хотел бы заметить, что подписывал межевание СНТ «Сатал» Евгений Григорьев, будучи заместителем мэра города Якутска. Сейчас возбуждено, расследуется уголовное дело по превышению полномочий, если не ошибаюсь, за бездействие, которое привело к этому. В этом разбираются правоохранительные органы. Так же, как правоохранительные органы разбираются и по нескольким уголовным делам в отношении бывшего председателя. Почему такая ситуация сложилась? Нет, мы не отказываемся. Я же сказал, мы первоочередную состав будем рассматривать. Такую же участь постигла садоводов сот «Ленские зори». Ленские зори продолжают бороться в судах и выигрывают, между прочим. Остался последний апелляционный суд. Но тем не менее, опять же, межевание данного сота «Ленские зори» было подписано бывшим мэром города Якутска Евгением Григорьевым. У меня совесть не позволяет сейчас отдавать СНТ земельные участки, нужно отдавать многодетным, кому по закону положено. Вопрос не в СНТ, вопрос реализовать в обязанность. Вот СНТ это право отдать землю, а отдать землю многодетным и дать землю участникам специальной военной операции это обязанность. Позицию главы городского округа город Якутск я не понимаю, потому что он сам подписал протокол согласования еще 5 лет назад. А теперь он не желает, потому что у него есть обязанности, а право подождет. Евгений Николаевич забыл о том, что в это СПК «Ленские зори», то есть садоводческое товарищество, кооператив, входят пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, а также семьи участников специальной военной операции. Зори. Мы вступили в членство в 2018 году. Планировали здесь строиться, построить дачку. В дворе 2025 год. За это время уже мой муж с 2022 года служит в СВО. Мы не можем документально оформить эти участки на собственность. Документы, приносите документы, мы вот вас точно рассмотрим. Принесла, отказали. Мы можем понять, как так получилось, то что участки были наши, да, мы ими жили в них, все занимались, рассада у нас. Скажут, это вообще не ваша земля. Мы не знаем, мы ничего не делаем, мы дачу так и забросили. Пошли за документы в суд. Документы все в суде были, все есть. Теперь вот у нас признали, что я имею право на этот участок. Все. Прихожу в здоровую мэрию. Мэрия говорит, у вас нету топосъемки. Топосъемку принесли, у вас нету такого-то согласования. Принес. Проблемы по согласованию проектов межевания территорий совсем никак не согласовываются. Очень большие проблемы с риэлторами двойников. Это те люди, которые захватывают садовые территории, и их почему-то проекты согласуются в течение 3 месяцев, а у садоводов согласовывают 5 лет, и документация куда-то уходит, и у нас есть двойники по этим документациям, и почему-то никак не обращают на это внимания окружная администрация и не идет навстречу садоводам. Мы каждый год собираемся 2 раза в год, одно по одному, и вопросы у нас ни у кого не решаются. Звучит наказ
от Народного фронта Якутии. Он уже несколько месяцев борется за ввод первой школы, чтобы все недочеты были устранены. Выявлены ряд недостатков, которые мы обязательно предоставим застройщику, заказчику, администрации города, Госстройжилнадзору. Необходимо сесть за стол переговоров совместно с Росгвардией и МЧС, потому что здесь вопрос, связанный с забором по антитеррористической безопасности, к сожалению, остается открытым. Проекта мы не видели, не согласовывали. Мы удивились, что по периметрально нету ограждений вокруг школы. Здание находится вблизи дорожного полотна. В этой ситуации, конечно, я беспокоюсь за безопасность детей. Хотел бы все-таки напомнить, что глава городского округа город Якутск отвечает за ввод новой школы. У нас жаркое лето и наводнение, но исторический парк «Россия. Моя история» ждет вас на своих выставках. Выставка «150 артистов Союза театральных деятелей». 150 лет русского театра – целая эпоха на одной сцене. Погрузитесь в захватывающее путешествие сквозь время и сцену на масштабной экспозиции, посвященной 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это ожившая летопись русского театра, рассказанная через призму судеб 150 выдающихся артистов, гениальных режиссеров и талантливых драматургов от истоков до современности. Сенсорные экраны и книга памяти позволяют погрузиться в театральную летопись. Завершающий блок посвящен сегодняшней работе Союза театральных деятелей под руководством Владимира Машкова и новым проектам. Экскурсии проходят в 11, 13 и 15 часов. Экспозиция, приуроченная ко Дню Республики Саха-Якутия, Году единства народов России и Годы культуры в регионе, открывает перед зрителями богатое этнокультурное многообразие Якутии. Путешествия по залам посетители ознакомятся с глубокой историей, самобытными традициями, старинными обрядами, красивым фольклором и повседневной жизнью якутов, русских, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и толган. Приходите, ждем вас. С вами был Олег Жилнин. До скорой встречи!